Всем привет, меня зовут Ильжас, но друзья меня называют Крэш. Я диджей, музыкант и битмейкер. Музыкального образования у меня нет. Я самоучка. Все узнаю за счет интернета. Привет всем, меня зовут Акижан, но многие знают меня как Аки. Я диджей, основатель школы Kurultai School. Также являюсь организатором различных вечеринок, таких как Выход, Кипиш, Kurultai. На этот проект меня позвали как битмейкера. Мы с Крэшем записали около 4 треков. Я надеюсь, вы их послушаете и покайфуйте вместе с нами. Это у нас микшерный пульт и 2 проигрывателя. В данном случае у нас 2 CD-проигрывателя. Раньше, допустим, играли вообще, был микшерный пульт, да, но вместо CD-проигрывателей или флеш-проигрывателей это были виниловые проигрыватели. То есть никаких компьютеров не было. То есть диджику приходилось, да и сейчас диджики, которые играют на винилах, им приходится все подбирать, все в наушниках. Чувак, диджик, приходил либо со своим оборудованием, либо уже где стояло оборудование, он приходил с большим кейсом своих пластинок. И даже был чувак, который подавал пластинки, но это вот как раз-таки времена, наверное, 70-е. Как это происходит? Возьмем, допустим, он играет. Есть такая штука, BPM, beat per minute, то есть сколько битов в минуту. То есть в данном случае у нас 95 BPM играет. Я подобрал трек Lil Bow Wow, он 92 BPM, и я его подвожу тоже на 95 BPM. Ставлю на начало трека, где мне нужно сводить, и прям сверху могу заехать. И с помощью эквалайзера я даю уже объем весь треку Bow Wow. 6, 7, 8. Отдал весь акцент. Все, и так примерно перешли на другой трек. Вот. Самое главное на самом деле при сведении треков это чувство ритма. Это все прокачивается. В нашей школе мы этому всего можем научить, независимо от возраста. Ну и самое любимое всех, кто знает, видит, что диджей делает, это скретчинг. Скретчинг, я скажу, скретчинг это своего рода манипуляция звука, новый ритмический рисунок или же даже мелодию. Около 10% учеников только становятся реально диджеями, а многие приходят, например, они думают, что это легко, но через месяц они понимают, что там очень много факторов, начиная от технических, заканчивая психологией. То есть психология очень сильно играет роль в диджеинге. Все вот, кстати, думают, что диджей это вот чувак, который пишет свою музыку и играет ее. Нет, на самом деле диджей, вот если взять Рустама Оспанова, очень крутой диджей, он играет с винилов, и у него столько эксклюзива на самом деле, и он реально, у него большой арсенал музыки, который он может прям подать очень хорошую атмосферу. Вот. А есть диджики, которые, допустим, и играют, и при этом еще пишут. Вот мы, допустим, с Аки так и делаем. Мы, допустим, из тех диджеев, которые, дошли какого-то уровня по диджеингу и начали дальше прокачиваться именно по написанию. Потому что нам это интересно, что-то свое именно написать, это вот на самом деле круто. У нас страна молодая, и, соответственно, история диджеинга относительно общей истории тоже небольшая, и она достаточно интересная. Можно иногда посидеть и поговорить несколько часов с опытным диджеем и понять, насколько большая разница. Когда я начинал, в Казахстане чуть-чуть именно уровень диджеинга был вообще вот я бы сказал, на нулевом уровне. Было одинаково звучащее, клубное. И сейчас уже есть диджики, которые играют там и техно, и хип-хоп, и еще какие-то всякие, может быть, андеграунд жанры музыки. Есть еще такой момент, что у нас есть диджеи, которые, например, играют на фестивалях различных в других странах. Я бы тоже хотел ездить, наверное,
условно, в Европу, и там я бы мог, наверное, вставлять в свой сет треки, основанные на казахских мотивах, потому что для иностранцев это было бы как глоток свежего воздуха. Мы бы хотели тоже, там, с точки зрения диджеинга, тоже есть другие страны и как-то представлять там казахскую культуру. Вот, чтобы раскачаться, если так посудить, то сейчас благодаря интернету можно, несмотря где бы ты ни находился, даже если ты за рубежом, если ты даже в Казахстане, в любом случае ты можешь выстрелить. Просто надо всегда развиваться, всегда работать. Очень круто, что появился проект J-Lo-Fi, который породил, например, еще несколько похожих проектов. На самом деле, когда это вышло, я такой: вау, классно. Потому что нас с Крэшем еще звали на первый выпуск, но мы из-за занятости не успели. И нам показалось это немного тяжелым, если честно. Вот. Но потом, послушав выпуск, мы поняли, блин, все возможно, надо пробовать. Изначально было тяжело, потому что казахская музыка, она большей частью построена в 3/4, а в основном современная музыка построена по системе 4/4. Богатые гармонии, которые реально тяжело повторить. Я, например, не настолько музыкально развит именно с точки зрения как музыкант, как, условно, Крэш. Он больше знает, как работать с нотами, чем я. То есть я больше люблю, скорее, сэмплирование. Я никогда не писал в стиле лоу-фай, пытался, по крайней мере, но чуть-чуть было не то. И для меня, допустим, был такой челлендж. Нужно было прям вытащить тот звук, который именно представляет собой сам этот жанр. Мне самому понравилось, честно говоря. Вот. И еще то, что фишка использования казахских элементов, казахских народных песен, да, традиционных песен, да, так скажем, вот, это прикольно. Мне понравилось. Сейчас у нас открыта программа Ableton, и здесь у нас находится проект Балхадиша. Исходник материала был Dana Tunes, ее кавер на эту песню. Тут не так много дорожек, но если разбирать, очень интересно получается. Как и любой трек, он состоит из слоев, и чтобы создать звучание лоу-фая, нам пришлось так хорошечно поковеркать трек Балхадиша, при этом сохранив его натуральность. Его пришлось чуть-чуть нарезать, потому что все-таки кавер живой. В плане ритмики пришлось ее чуть-чуть подвигать. Следующая у нас идет драм-партия. Она, конечно же, лоу-фаевская, такая легкая, с не особо резкими звуками, но очень атмосферная, когда просто... И иногда я просто люблю включать какие-нибудь драм-лупы или сам написывать, а потом просто могу часа два сидеть и просто слушать, потому что иногда этого достаточно. Идем дальше. Тут у нас работа с аккордами. Дополнительный звук, который, грубо говоря, повторяет слова, напевы с помощью нот. Бас-линия. Ну и самая неотъемлемая часть лоу-фая — это всякие звуки, дополнительные, шум, который создает как раз-таки вот эту атмосферу. И мы, в принципе, выбрали дождь, звуки грома. Параллельно им идет звук дождя. Потом у нас здесь есть момент, где как бы... И в целом мы можем послушать полный трек в совокупности всех звуков.
конце остается. И аутро песни. И в конце маленький штрих. Дойдем до него. Ну, в целом вот так. Я всегда завидовал людям, которые умеют играть, потому что мне просто не хватало терпения обучиться полностью. Я знаю людей, которые умеют играть, которые умеют даже импровизировать, но как мне не хватает смелости пойти обучаться игре на фортепиано, так и мне иногда не хватает смелости просто скачать программу и начать писать свою музыку. У нас все-таки есть надежда на то, что все-таки мы можем свой тренд какой-то создать. Даже то, что мы делаем, да, Жайва Lo-Fi, это круто на самом деле. Вот, это уже какой-то небольшой шажок в мир Lo-Fi. Сейчас в Казахстане очень хорошая почва для начинаний именно в музыкальном плане. Просто хотелось бы, чтобы люди, которые реально это могут сделать, чтобы они не постеснялись. И для этого не обязательно иметь нереально крутую студию с многомиллионным оборудованием. Достаточно хотя бы просто лэптоп с программным обеспечением. И все. То есть, и ваше желание, и упорство.